محمد Вы ходите? Надо. Давайте. Gel dopa. Баргинские, чеченские писатели. Теперь Çok handi, on diyor Я говорила, что растут.
То есть, вернее, то, что было. Очень красиво писал. Прямо сегодня. Они спустились гвардейки на метро.
а ты вперед. Да, ну чтобы на микрофон работать. С микрофоном. Так, близко микрофон. Поведай, что очень родимого края, струившие слез многоводные реки, глядят, как высокие звезды светая. Дальше по одному куплету, чтобы вы смогли работать с микрофоном. Дикаш, воздух, парки ждивы, няни ляхта, олу, вот твои. Были доктор, вперед, замок, ты шишку твои. Молодцы. Теперь просто нам нужно... Дальше я вам по куплету даю, чтобы вы знали, как... Извини, моя пуля играет, я из мира. А что так не слышишь? Чайка над морем, до края над миром, все и счастье летает. Скажи, не исчезнет ли в горах подобно эхо выстрела ночного? Твой голос, твое песенное слово, ответ на нашедшие сердца. Eğer çocuk uçurahal bir artık konservasyon поддерживать его безотключно, люди охотно остаются без согласия. Главный ученый самого. К сожалению, книжка сверстана уже вот там раздел. Ну ничего, работает дальше. Akşam bile ayak
Афира на фараж. Ну, сразу база на афира на фараж. Удон хорошо всегда. Allah. Asla davul çıkıyor da neden de hoş oluyor. Rahatsız собака. Можно с сестрами Джамалдинова познакомить? Сестрами Джамалдина. Сестры Джамалдина. Сестры младшие, чем но они живут. Вот это Нафига Егорович. это вот наши депутаты, наши приехали, вот депутат Мария. Это Нафиг Жицо, это патриарх Мария Тагаян. Это наш министр культуры. Это вот она, да? Это вот племянница Джамалдинова. Спасибо вам за то, что вы... Это она. Это ее. Нафига Егорович, это да вот как мы шли там Я начальника Газиева. Ну, его вы знаете, патриарх российской литературы на Петушойку. Забавно. Все откликнулись. Это все современники Джамалдина Иги. Все они по моей просьбе написали о нем воспоминания и в разных журналах Tamam Arnavut, kapışan burada. Bana belayı konuşmayın. Narişin nas podjazd.
Клавдия Григорьевна, профессор Северо-Осетинского государственного университета. Министр культуры Республики Ингушетия Газдиева Марет Багаудинова. Министр по делам национальности, печати и информации Евлоев Улан Суланбекович. Председатель Союза писателей Ингушетии, народный артист Республики Ингушетия Дидигова Раиса Абукаровна. Писатели-современники Джамалдина Яндиева, Эдуард Мамакаев, Адис Кусаев. Депутаты Народного собрания Республики Ингушетия Аушева Джансурат Джабраиловна, Амриева Марьям Султановна. Руководитель аппарата Народного собрания Республики Ингушетия Яндиев Магомед Джабраилович. Директор Национальной библиотеки Республики Ингушетия Гадзиева Радимхан Абдулаевна. Газдиева Радимхан Абдулаевна. Председатель регионального общественного движения «Женщины Ингушетия» Дасхоева Лидия Османовна. Главный редактор журнала «Литературная Ингушетия» Лейла Магомедовна Тамасханова. Член Союза композиторов России Зарема Мальсагова. А также на нашем празднике присутствуют родные и близкие Джамалдина Яндиева, родные сестры Лема и Дипхан Яндиевы, племянница Эсмиральда Дауева, дочь Джамалдина Яндиева, Марьям Яндиева, а также Яндиевы из разных населенных пунктов Республики Ингушетия и Северная Осетия. Слово предоставляется председателю Союза писателей Республики Ингушетия Дидиговой Раисе Абукаровне. Простите, Раиса Абукаровна, я хотела бы внести одну поправочку. С нами присутствует депутат парламента Иса Арчакович. Значит, мы извиняемся, с депутатами присутствует депутат Народного собрания Республики Ингушетия Иса Арчак. Дорогие друзья, здесь представили, значит, наших гостей, писателей, современников Джамалдина Яндиева, поэтому они прозвучали раньше. Но все-таки я своих коллег, всех, которые здесь сегодня присутствуют, хочу представить. Мамакаев Эдуард, народный писатель Чеченской Республики. Адис Кусаев, член Союза писателей России и Советского Союза, почетный гражданин города Грозного, заслуженный работник культуры ЧССР. Хасан Хазеплов, главный редактор журнала «Литературная Кабардино-Балкария», заслуженный деятель культуры Российской Федерации, заслуженный работник культуры Республики Ингушетия, главный ученый-секретарь Адыгской международной академии наук. Аскер Дадуев, главный редактор журнала «Мингитау», народный поэт Карачаево-Черкесской Республики, сопредседатель Российского Лермонтовского комитета, почетный академик Адыгской международной академии наук. Мурат Баттаев, заместитель директора национального телевидения Кабардино-Балкарской Республики, ученый-секретарь Российского Лермонтовского комитета.
И наши дорогие коллеги, писатели, которые приветствуют нас сегодня здесь, Нафи Джусойте, Нафи Григорьевич Джусойте, патриарх осетинской литературы. Его сопровождает, как уже было сказано, профессор Североосетинского, чуть не сказала Ингушского, Североосетинского университета Клавдия Григорьевна Джусойте. Но я еще не назвала все регалии Нафи Джусойте. Он народный писатель обеих Осетий, академик, лауреат премии Костахи Тагурова и еще нескольких премий. Член Международной ассоциации критиков в Париже. Ну и знаете, там целый ряд еще идет этих регалий, которые, если перечислять их, то нам придется, в общем-то, этому посвятить довольно много времени. Мы поэтому решили ограничиться. Дорогие друзья, теперь я вам хочу представить ингушских писателей, которые сегодня здесь вместе с вами. Борис Гусалов. Ой, простите. А он же не ингушский. Да. Ну, да. Вы уже у нас в поэтому... А где такая честь? Борис Гусалов, заместитель главного редактора журнала «Махдук. Наша эпоха». Он выходит в Северной Осетии. Кстати сказать, этот журнал вот наряду с журналом «Литературная Кабардино-Балкария», «Мингитау», чеченский журнал «Войнах», московский журнал «Великорос». Все эти журналы публиковали вот в течение года Джамалдина Яндиева новые статьи о нем, которые писали и Эдуард Мамакаев, и Адис Кусаев, и Салих Гуртуев, который, к сожалению, по состоянию здоровья не смог сегодня приехать. Нужно сказать, что Хасан Тхазеплов, вы знаете, вот настолько безотказно, вообще они как-то очень всегда поддерживают наш союз писателей. Он уже сданный в набор журнал, из него вытащили материал, который должен был там публиковаться, и опубликовал статью Марьям Яндиевой «Горестный клич». То есть вот журнал «Мингитау», переводы на балкарский язык стихов Джамалдина Яндиева публикует, тоже вот скоро должен выйти. То есть я вам должна сказать, столько было откликов, с таким каким-то вот, знаете, какой-то готовностью, с каким-то, с душой, я бы сказала, все откликнулись на вот это очень значимое для нас событие. Огромная вам благодарность. Спасибо вам большое. Кстати сказать, Борис Гусалов у нас народный поэт. Ингушетии. Будет скоро Ингушетии. Пришла Инга, ей тоже слово, чтобы Вообще не поэт. и главе администрации Зелимхану. Но так уже получилось, что ингушских писателей все равно пришлось начать с Бориса Гусалова. Он давно дружит с ингушами, он приезжает на все наши митинги, на все наши литературные мероприятия. Вот, это наш человек. Благодарю вас за вашу позицию, за ваши теплые отношения к своим коллегам, ингушам. Сегодня здесь присутствуют ингушские писатели. Цуров Рамзан, Льянова Марьям, Гатшанов Бадрудин. Кстати, тоже ваш коллега возглавляет журнал, детский литературный журнал «Сила Ад». Накостоев Хаваш, литературный критик. Евроева Аза, член Союза писателей, поэт. Картоев Мурат, очень известный, очень талантливый, очень вдумчиво пишущий наш поэт, писатель,
литературный критик. В общем, он во многих жанрах себя проявил. Газеева Ася, это уже из более такого поколения уже, которое идет на смену старшим. Кадзоев Аслан, тоже известный писатель, поэт и журналист. Ну и наша коллега, и ваша коллега, главный редактор журнала «Литературная Ингушетия», поэт Лейла Тамасханова. Так, если я вдруг что-то как-то упустила, прошу вас простить меня, потому что все как-то так, я себя чувствую гостем, но пришлось немножечко выполнять роль ведущей, поэтому будьте ко мне снисходительны. Дорогие друзья, то, что сегодня происходит в Балте, в этой замечательной школе, несомненно является залогом возможного успеха наступления эры нового гуманизма и добрососедства. Это слова Марьям Яндиева. Обращаешься к поэзии Джамалдина Яндиева, то невольно вспоминаются слова Александра Сергеевича Пушкина: «Чистейшей прелести, чистейший образец». И тут же начинают проступать ассоциации, связанные с его первопроходцем Чечено-Ингушского союза писателей. Он первым начал освобождать ингушскую поэзию от чрезмерной фольклорной и идеологической перегруженности, сухой риторики, партийных лозунгов, свойственных поэтам периода становления и развития советской власти. Вторгание жизни в ингушскую лирическую поэзию. Именно он стоял у истоков нового направления в лирике, которое повернуло ее в русло истинного лиризма, откровения и мышления поэтическими образами. Прежде всего, творец вновь стал открывать красоту природы и душу человека с ее радостями и горестями. Скрытые признаки противоречивого сосуществования его внутреннего мира с миром внешним. Они несут в себе одновременно и историческое содержание, и вечные истины и ценности, включают в себя огромный жизненный опыт, отмеченный трагедиями, потрясениями, которые так ярко выражены в национальных образах мира. Это, говоря в условиях катастроф 30-40-х годов XX века, и предвидение, и ощущение будущих трагедий ингушского народа, Кавказа и мира в целом в 21 веке. Образы и смыслы лирики Джамалдина Яндиева, исполненные красоты и обаяния его завораживающих строк и строф, органично растворены в интонации, ритме, музыке стиха и как элементы формы как бы невидимы. Это важная проблема его поэзии, поэтическое, отнюдь не сюжетное содержание стихотворений, удивительно современный и всегда актуальный. Практически вся жизнь и творчество поэта состоит из духовного поиска ответов на вопросы: в чем смысл человеческой жизни, что есть добро и зло, истина и красота. Именно этим обусловлено присутствие в лирике Джамалдина Яндиева образа и мотива зеркала, который очень важен и концептуален. Вот как объясняет это явление Марьям Яндиева. Его сознание, постоянно просветляемое вопросами личностного существования в рамках отведенного Богом земного времени, как башня его прародителя Янда, устремлялась вверх, воспаряя над свинцовыми мерзостями соцреалистической каждодневности. Зеркало Яндиева, являясь символом его индивидуального познания, отражает готовность верить и любить свое время, усталость от него, тревожное ожидание лучшего, бессильную тоску и печаль от того, что лучшее будущее наступит лишь после того, как
Как пишет поэт, «Моей кровью умытое очистится мое зеркало». Философская составляющая прослеживается во всех произведениях. Невозможные и мыслимые прижизненные лавры Нафи Григорьевича Джусойты, который стал побратимом поэта. Он составил ее из своих переводов на осетинский язык избранных произведений Джамалдина и эссе о друге Джимми и тревожной судьбе Кавказа, кавказских языков смертного сборника «Весенний зов» переведены Нафи Григорьевичем Джусойте на осетинский язык и органично существуют под одной обложкой с его пронзительные заметы, свидетельствуют, по словам Марьям Яндиевой, о том, что человеческая, мужская и творческая дружба неприходящая и есть фундаментальная основа для глубинного ощущения и осмысления прожитого и пережитого в прошедшем веке. Чувственно, пластически детализировать, но и философски обобщать. Он говорит о трагедии Кавказа и его народов взволнованно, ярко и мудро, давая читателю возможность активного размышления и личностной сосредоточенности на Владикавказе. В 2011 году многочисленных интервью последних лет. В статье «Послание друзьям в страну безмолвия», помещенной в названной книге, он пишет: «В водовороте великой беды о Кавказе, нашем общем доме. Ведь я говорю с Кайсыном Кулиевым, с великим певцом из Чегемского высокогорья, с Магомедом Мамакаевым из Чечни, Джамалдином Яндиевым из Ингушетии. Здесь же помещена и другая статья Нафи Джусойте о своем друге Джамалдине Яндиеве «Прощание с другом», написанная через 35 лет после смерти ингушского поэта. «Брат мой, друг мой, человек несказанной доброты, около 30 лет мы в неодолимой разлуке. Я слышу твой весенний зов, но ты не отвечаешь на мой горестный клич», взывает Нафи Джусойте. Это клик человека, для которого жизнь и поэзия слились воедино. Это послание плачущей души человека, которому, как и Джамалдину, присущи лучшие человеческие качества, такие как честность, совестливость, верность в дружбе. Чем еще так трогательно одинаково притягательны для людей эти два классика кавказской литературы – Джамалдин Яндиев и Нафи Джусойте и их бесценные творения? Думаю, в первую очередь, той кристальной чистотой и неизъяснимым светом, которыми исходят все их произведения, обволакивая души читателей. Удивительно гармоничным и неразрывным единением их сущностей с природой родного края, неприходящей нравственной сутью, которой была и есть в их судьбах и продолжает быть в их произведениях, представляя каждое из них уроком чести и редкостного благородства, неизъяснимо глубоким чувствованием родного языка, что ощущается в каждой строчке мастеров пера, истинной народностью их произведений, которая была бы немыслима без опоры на богатейший ингушский и осетинский фольклор и этико-эстетическую твердь традиционной культуры ингушей и осетин и многим-многим другим. Оба они, несомненно, великие люди, славные сыновья своих народов, красивые лица кавказской национальности. А в истинном величии человека с большой буквы Нафи Григорьевича Джусойте я убедилась, когда впервые встретилась с ним на юбилейном вечере,
посвященном памяти Кайсына Кулиева в связи с 95-летием со дня его рождения, состоявшимся в городе Нальчике в декабре 2012 года. Его выступление на этом вечере меня потрясло. Он излагал свои мысли удивительно просто и сдержанно, но в каждом его слове ощущалась какая-то величайшая сила человеческого обаяния. Казалось, эти слова одно за другим открывали таинство непостижимой глубины его души, которая вмещала так много переживаний. Этот живой эмоциональный накал, который так тонко струился уже не только в словах, но и в глазах, полных слез, и во взгляде, устремившемся в такую близкую для Нафи даль безмолвия, и во всем его облике невыразимо органично вписывался в мудрость его высказываний, проявляя всю красоту и гармонию его внутренней сущности. Говоря о Кайсыне Кулиеве, Нафи вспоминал Чингиза Айтматова, Расула Гамзатова, Джамалдина Яндиева, Давида Кукультинова и других писателей, своих друзей, которые вместе с ним составляли ту прославленную могучую гряду. Он говорил о них как о родных братьях, с утратой которых невозможно смириться, и он продолжает общаться с ними, всегда присутствующими не только в его памяти, но и в его сердце. Нельзя было без содрогания слушать, когда Нафи говорил об ощущении своей вины за то, что их уже нет, а он один, оставшийся из них, продолжает жить, успокаивая себя уверенностью в том, что Всевышний продлил его жизнь для того, чтобы он как можно больше успел рассказать живущим о величии его почивших друзей. Слушая Нафи, я размышляла о его собственном величии, и как-то по-особому воспринималась истина о том, что все гениальное просто. Наверное, беру Джамалдином Яндиевым и Идрисом Базуркиным. И лишь позже, общаясь с сестрой Нафи Клавдией Григорьевной, мы узнали, что он приехал на тот памятный юбилейный вечер, несмотря на тяжелое душевное и физическое состояние. Я так поздно подъехала среди наших дорогих гостей, коллектив школы, от имени нашего всего коллектива, от имени школы, от моих коллег, от всего села. Я очень рада, я горда тем, что имя такого замечательного человека, как Джамалдин Яндиев, звучит в стенах нашей школы. Мы действительно горды тем, что он жил здесь. Это его город, это его место. В 1925 году поступил в Балтийскую сельскую школу. Проучился в ней 4 года. С 1929 года он студент подготовительного отделения Ингушского индустриального техникума, который заканчивает в 1936 году. В том же году Джамалдин Яндиев начал работать литературным сотрудником газеты «Ленинский путь». С 1937 года он литературный сотрудник и редактор Чечено-Ингушского книжного издательства. С 1938 года по 1944 год председатель правления Союза писателей Чечено-Ингушской АССР. С 1959 года редактор Грозненской студии телевидения. С июня 1967 года литературный консультант Союза писателей ЧИ АССР. Еще на школьной скамье начал писать небольшие лирические стихотворения, помещал их в рукописных журналах и стенных газетах. Печататься начал с 1936 года и первыми же своими произведениями обратил на себя внимание читателей и литературной общественности. Особого расцвета творчества Джамалдина Яндиева достигла в период Великой Отечественной войны, когда голос поэта начинает звучать набатом. Верьте, если хочешь жить, земля горит и плачет. Идем, идем,
мать, как каждого горца. Песня о Мазаеве. Не отдадим родину, мы идем на фронт. Вот название нескольких его стихов и песен, появившихся буквально в первые же дни войны. С тех пор, по день своей смерти, поэт издал более 10 поэтических сборников, несколько из них в Москве. Сегодня у нас в гостях Ингушская государственная филармония имени Ахмеда Хамхоева во главе с директором Назиром Машхоевым. На стихи Джамалдина Яндиева из цикла военной тематики «Давала Томха». Музыка молодого и талантливого певца Артура Хулагова исполняет молодая и подающая надежды солистка Ингушской государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева Зухра Дудара. О том, что даже после смерти поэта его творчество пользуется широкой популярностью, говорит то, что стихи его переводились на русский, украинский, грузинский, польский, казахский, кабардинский, эстонский, болгарский, осетинский, кумыкский, лакский, аварский и другие языки. Сейчас обучающиеся школы прочитают для вас всех стихи Джамалдина Яндиева на разных языках. Скажи, не исчезнет ли в горах, подобно эху выстрела ночного, мой голос, мое песенное слово, ответа не нашедшее в сердцах? Или останусь я в сердцах людей и отражусь в глазах моих потомков? Я прожил жизнь среди людей не волком, что за добычей рыскает своей. Не скажут ли, кляня мой бедный прах, что мой язык коварный сеял смуту? Ведь и при жизни я претил кому-то,
и неугоден был в моих горах. Но ты меня взрастила в чистоте, и пусть я долго шел по бездорожью, я никогда не путал правду с ложью, не изменял добру и красоте. Ведь все ты знаешь, расскажи, как жил, что радовало, что меня томило, что отчий край, где мать меня вкормила, не забывал я никогда жизнь любил, что журчание горных родников, как в жаркий день, Дегай глозуш, барги ждивш, няни ляхтового отдывай, вали доктор, вперед уже, замантешь отдывай, уйва ебаш, или декаш, дохка ты нечу, олу отдых, вали доктор, щек цвотиш, заман, киргиш отдывай. Пошла Лапусайте шабдути, не шаг, песар жардека ушкав, хиде хатон чудо муднешав, це ж ти сиг'ява дулерхав. Матер слабу, футок джундаркан, цар не раже ажахал анцанте, бафалата, фаланейканан, умарсузи ар, на песи айти. Звени моя песня. Звени моя песня, ликуя, играя, сияя земле, как луна золотая, как чайка над морем, от края до края, над миром веселье и счастье летая. Мерцай, как звезда на рассветном востоке, и стань для народа отрадой нетленной. Лети синекрыло в город высокий, где бьется бессмертное сердце вселенной. Реки глядят, как высокие звезды, сверкая на счастье, что с нами прибудет вовеки. Адема калогам жаре, фырты жай, магурат уэк, авалзак цит чужи жуажи. Вы фахык котон, палажар да лауэ, уй мана не хыгне пашта, фалаил маут кауэ. Тевде цитамалет фашик тюнашон. Время, 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 конь лихой, за тобой бегу, постой, дай до гривы золотой дотянуться мне рукой, через воды, горы, полет. Пролетаешь, конь веселый, подожди, а ты вперед. Гаснет звезд молочный свет, и смотрю я молча ввысь. Выстрел поднял птиц, о нет, годы юные взвелись. Сагамно, эжи чудега чура, халыш хылча, мабехал, махарцы бахо, сагамно, хоть тысячу балхах, без ахылча, дюня ахалах дегда астала беза, сагамно, хоть это чудега чура, халыш хылча, мабехал, махозу бахо, сагамно, хамбяшишься, уйлышься, був зуби на хылча, дюня томбу, сагавамо.
предоставляется Цицкиеву Мурату. Здравствуйте, все гости. حبوا بربوا باكري يا خرجت قمع وتغل حد يحكى مسكي يحكي يا وردي أورياس خوشون مسكي ندال دخلوا خوش لما تأخذ البول كيك سنجبر خداش مسن بوش تنجاك في تيبا سكني تغن تابعين بي تابعين ولي ويسيتش وتابعين لي ويسيتش حد وقته نسيخد مشت بي تابعين لي سيدش مسر يبرك والله شو عم ديورياس خوش مسجدنا أكيد всех жителей селения Болта мы вам всем говорим спасибо. Слово предоставляется министру культуры Республики Ингушетия Газдиевой Марет Багаудиновне. Добрый день, дорогие наши гости, дорогие старшие, не побоюсь этого слова, великие люди современности, великие деятели литературы народов Кавказа. Я безмерно счастлива видеть сегодня вас здесь, на одном из мероприятий, которое Мариам Джамалдин, на мой взгляд, станет одним из самых ярких в плеяде мероприятий, посвященных столетию нашего великого поэта, нашего любимого Джамалдина Хамурзаевича Яндиева. Наши самые главные мероприятия впереди. Они состоятся завтра по всей Ингушетии, и конференции, и вечера поэтического творчества. И венцом мероприятий станет самое главное мероприятие в Центральном доме литератора в Москве 10 ноября, куда я приглашаю всех наших дорогих соратников, друзей Джамалдина Хамурзаевича, пользуясь случаем. Но одним из самых главных, на мой взгляд, таких представительных мероприятий станет мероприятие, которое проходит сегодня здесь. Потому что, наверное, это как бы знак свыше тому, что он был не просто, вот я читала, что он был счастлив при жизни, но он счастливый человек. И сейчас, когда его нет, потому что люди, знавшие его при жизни, к сожалению, вот мы, поколение нынешнего времени, не застали его, но те, кто знал его с таким трепетом, с таким удивительным отношением, воспринимают все, что было связано с ним, что вот жизнь как бы, да, человека, она остается вот такой вот яркой, счастливой и после его ухода в мир иной, потому что у него есть замечательные друзья по творчеству, во-первых, замечательные почитатели его таланта. Я дважды прослезилась, когда Раиса Букаровна читала доклад, и я не думаю, что это потому, что я женщина, потому что слова, которые звучали из ее уст, строки, которые наш замечательный друг, которого я вот сегодняшнего дня безмерно полюбила, Нафия Григорий Джусойты, строки, посвященные Джамалдину Яндиеву, в них было сказано на самом деле, я услышала намного больше, чем было написано и чем было сказано о них. Намного больше. Намного больше отношений к времени, к человеческой дружбе, к собратству, к сотворчеству, к преданности, именно человеческой преданности и в творчестве, и в жизни, которая стоит очень дорогого. Я хотела вот выразить свою благодарность. Я знаю, что вы внесли огромный вклад в развитие, в сохранение культуры тем, как вы отнеслись в своем творчестве к Джамалдину Яндиеву. Хотела бы вас отметить благодарностью министра культуры архивного дела в память о сегодняшнем дне за вклад в развитие культуры, укрепление творческих связей
писательской, общественной и вообще в укрепление дружбы народов Кавказа. Это вам. Ничего. И, конечно же, я очень благодарна руководству этой замечательной школы, которую, я думаю, мы будем иметь традицию вот такой посещать, деятели культуры, эту школу, директору и вот этим замечательным деткам, которые ни разу не шелохнулись, не уперлись ни на одну из ножек, стояли твердо, крепко, ожидая своего часа и замечательно прочитали стихи. Огромная благодарность, я думаю, что это тоже нужно запечатлеть благодарностью в виде грамоты директору школы за то, что она не то, что изучает, но и сохраняет, пропагандирует творчество нашего замечательного Джамалдина Хамрзаевича Яндиева. А в дар нашей школе мы сегодня преподносим вот эти вот замечательные издания краеведческой литературы. Это 100 экземпляров книг от Министерства культуры и нашей национальной библиотеки. Это вот в копилку библиотеки. И в будущем, я уверена, мы будем опекать и пополнять нашу библиотечку. Спасибо всем, кто принял участие. Спасибо вам, уважаемая Марьям Джамалдиновна. Огромное спасибо. У нас говорят в народе, что сын нужен для того, чтобы имя отца не исчезло. Я уверяю вас, если у каждого, я желаю себе такую дочь и каждому из вас такую дочь, потому что пока будут такие дочери, как Марьям Джамалдина, не потому что она здесь присутствует, имя отца вовеки не исчезнет. Оно будет сохраняться, оно будет передано из поколения в поколение в очень достойном, красивом и подобающем виде. Спасибо. Выступает заслуженная артистка Республики Ингушетия Роза Ахцеева «Са Диах». Слова Джамалдина Яндиева, музыка Розы Мальсаговой. Yeah.
современнику Джамалдина Яндиева Адизу Бусаеву. Надо было прежде слово нашему заместителю председателя Союза писателей Эдуарду Мамакаеву дать слово, но по старшинству мне досталось, поэтому я скажу несколько слов. Джамалдина Яндиева я знал с 1957 года, когда мы возвратились из Казахстана, Киргизии, и было создано первое литературное объединение молодых писателей Чечено-Ингушетии. Мы тогда были молодые, начинающие. И одним из наших руководителей был вместе с Магометом Мамакаевым, Халидом Ашаевым, Джамалдин Яндиев был одним из наших руководителей. С тех пор мы почти каждый день встречались, разговаривали. Я бывал у него дома много раз на квартире, он у меня ночевал много раз. Так что дружба у нас была такая. Хотя он был намного старше меня, но у него был такой характер, что он с молодыми был молодым, со стариками стариком был. Он с каждым умел разговаривать, он с каждым умел сходиться быстро. Он был человеком дружелюбным, щедрой души, чистейшей души человеком был. И очень любил людей, очень гордился людьми. Я горжусь еще тем, что Джамалдин Яндиев был одним из первых литературных редакторов чечено-ингушского телевидения в год, когда это телевидение открылось в 1960 году. Вместе с ним работали тогда Боков Ахмед, Плиев Магомед Саид. Вместе со мной на радио работали, на телевидении работали Чахкиев Саид, Гирихан Гагиев и другие многие писатели из Ингушетии. У нас была большая дружба. Мы никогда не разделяли друг друга. Ты такой-то, ты всякой-то. Мы говорили, мы одни, мы один народ, мы одни братья. О Джамалдине Яндиеве я мог бы говорить много. Я в 1998 году, когда закончилась Первая Чеченская война, и когда о писателях вспоминать было некому и некогда, после войны тяжелые времена, я начал писать очерки о чеченских писателях, и первым очерком был очерк о Джамалдине Яндиеве, который был опубликован в 2003 году. Вот в этом журнале «Войнах». После этого я много писал о Джамалдине Яндиеве. Последняя публикация в газете «Вести Республики», нашей республиканский гусар поэзии, посвященный его столетию. И принес я еще статьи. Это воспоминания мои. В этом году исполнилось ровно полвека, как я впервые пришел работать на радио. И мне посчастливилось работать на радио с Джамалдином Яндиевым. И здесь я вспоминаю один эпизод, который был связан с Джамалдином. Я кратко скажу, эти вещи я передаю вам на память о Джамалдине. И эпизод такой. В 1967 году, извините, что я много говорю, в 1967 году, когда я работал на радио, а Джамалдин работал в Союзе писателей, произошел такой случай, был такой ветеран войны, прошедший Крым и Рим и медные трубы, Картоев, такой ветеран войны, ингуш. Джабраил Картоев. И однажды я выдал в эфир очерк о нем, по радиоэфире, не проверив всех существ, а он, оказывается, в это время сидел в тюрьме за расстрел.
Или за какие-то прегрешения. 73-й год. Ага. И это 73-й год, да. И в это утро, как по закону говорят в области, именно артист прочел этот очерк, который никогда не делал. Оформили красиво, и в 6 часов утра выдали в эфир. А радио тогда слушали все, потому что телевидение еще слабо работало. И в это утро в 10 часов должен был состояться суд его. Понимаете? И меня сразу к ответу сказали, что я за большую взятку это сделал, а я этого человека не знал, не видел ни разу в жизни. И еле-еле меня отстояли от суда, мои коллеги, в том числе и Джамалдин Яндиев тоже помог. И после этого прошло полгода или год, и мы идем однажды с Джамалдином по центральному рынку, был большой центральный рынок в Грозном, и навстречу нам идет невзрачный, невысокого роста мужик, и под мышкой несет гуся. Джамалдин мне говорит: а ты знаешь, кто это такой? Я говорю: нет, не знаю, не видел ни разу. А это и есть твой, говорит, враг, за которого ты чуть в тюрьму не загремел. А это, оказывается, был Джабраил Картой. Мы подходим к нему, и он ему прямо говорит: ты этого человека знаешь? Тот говорит: не знаю. Плохой ты человек. Этот человек спас тебя от тюрьмы, а ты даже до сих пор его не знаешь. И в наказание тебе будет такое: мы съедим твоего гуся, пойдем к тебе домой, съедим твоего гуся, и ты ему сделаешь большой подарок. Тот говорит: у меня нет больших подарков. Правда, мы зашли к нему, действительно съели этого гуся. И Джабраил говорит, у него была большая библиотека. У меня, говорит, других богатств сейчас нет, и как ты знаешь, выбери любую книгу. А такая книга тогда была самое большое богатство. Я помню, выбрала очень хорошую книгу, и эту книгу до сих пор я храню как память и о Джамалдине Яндиеве, и о Джабраиле Картоеве. И скоро должна выйти книга моя на русском языке, в Москве будет издаваться, не успела она выйти. Там тоже будет большой очерк о Джамалдине Яндиеве, и эту книгу я вам пришлю. А пока дарю свои 2 книги, одну на чеченском языке, одну на русском языке, в память о Джамалдине Яндиеве. Слово предоставляется дорогому гостю из Кабардино-Балкарии, главному редактору журнала «Литературная Кабардино-Балкария», писателю и ученому Хасану Хазеплову. А можно его? Зачем ты стоишь? Ну, я сколько не буду держать. Хороший человек, я. Я себе просто помогаю, Хасан. Хасан, мне что впереди не сделать, ничего. Знаете, вот здесь сейчас как-то вот говорят о человеке, который ушел из жизни, ему 100 лет, а я глаза закрываю и вижу, что он здесь мальчиком бегает, маленьким мальчиком бегает. Я вот прочитал его книги, я в стихах, и будто вижу, что он здесь надоили там корову или козу и дали ему молоко, и он молоко здесь пьет. Вот это молоко этой земли он впитал. Балта. Когда я слышал Балту, я думал, это где-то за Мурманском, где-то там, в Балтийском море, где-то есть какой-то остров, который называется Балта.
Оказалось, нет, это рядом, вот здесь, мы из Нальчика, здесь рядом 100 километров, и есть такое Балта, знаменитое Балта, да? Ну, извините, я здесь первый раз, думаю, это не последний раз, и думаю, что я его изучу, что Балта. И напишу стихотворение о том, что здесь родились великие люди. Я, Джамалдина, у нас вот что не говорят, вы извините, пожалуйста. У нас, я Джамалдина знал, я такой молодой, мне только 73 года. Я знал его волею Аллаха, волею Бога Всевышнего. Я был как-то приближенным вот этих аксакалов. Плохо, что сейчас забрали нашего... Он сейчас, наверное, идет. Я хотел ему сказать. Ну, на фи, да. И вот я глаза закрываю и вижу Джамалдина полностью отбрит. Он брил голову все время. Такой бритый, как зеркало у него было. А Гасим Гулиев вот здесь оставлял немножко волосы, а Джамалдин ему говорил: сбрей, тебе не идет, ты должен быть как я, голый. Я с ними, ну как молодой, я тогда был совсем, где-то чуть за 30, был директором бюро пропаганды Союза писателей, который кормил писателей. Мы ездили по селам, по республике ездили, там какие-то там гонорары забирали, а писатели не знали об этом, это мы делали, а им это мы через бухгалтерию давали. И как кто-то приезжает, мне говорят: быстро готов, ресторан готов, быстро готов. А у Джамалдина такой был, я не знаю, помните или нет, он говорил: лучше вот здесь я у тебя дома покушаю один кусочек хлеба, чем я буду там сидеть. Давай здесь домашний вкуснее. Вот так они с Василием Гулиевым и часто вот так встречались. Вот такое воспоминание у меня о нем есть. Это был прекраснейший человек. Я написал 2 статьи о нем. Первую статью я прислал Раисе, 2-я статья у меня здесь есть. Но его читать, я думаю, что пока не стоит. Я хочу это вам отдать. Это 2-я статья о нем. Ой, замечательно. И здесь очень много национальностей сейчас. Как говорить? Я не знаю, как вот сказать. Слава Вашта, слава Всевышнему, слава Аллаху. Вот это все вместе, потому что говорят, что над нами один. Говорят, что их много. И говорят, что кто во что верит, это есть его святое дело. Я, например, как мусульман, верю в Аллаха. Здесь есть другие, которые верят в другие. Но мы все едины в одном, что мы должны любить жизнь, любить ближнего своего, любить других народов и уважать все, что нам Всевышний дает. И мы должны, как говорить, если у тебя кусок хлеба есть, а у соседей нету, надо разделить и отдать. Мы вот этим живем. Мы все здесь вот так живем. Вот сколько вот Борис Сусалов. Вот я журнал, я редактор журнала, вот этого. И очень часто даю осетинских писателей, поэтов. Мне говорят: почему ты все время осетинских даешь? Я говорю: может, когда-то в какой-то жизни я был осетином. Я люблю, уважаю осетин. И такие
аксакалы, я смущаюсь, знаете, они такие умные, а я, может, глупые слова говорю, я не знаю, вы извините, но у меня фамилия Тхазепов. На нашем языке означает, на кого смотрит Всевышний, или кого опекает Всевышний. Вот Харзак, на кого смотрит, кого опекает. У меня такая фамилия, и поэтому делать что-то плохое или говорить что-то плохое, я боюсь его, потому что он меня убьет. Вот это все посвящается, вернее, все здесь есть авторы осетины и ингуши. Тут еще некоторые остались, но я пока искал, думаю, давайте еще другой раз здесь будет, я другой раз остальные принесу. Так, писатели Осетии. Вот это писатели Осетии. Здесь, а каждый печатается здесь несколько страниц у каждого имеет. И это у нас вышел журнал, 25 лет этому журналу, и мы его издали как Коран. Вот здесь, как Коран это издано, и здесь находятся такие знаменитые люди. Если они не знаменитые, а сюда попали, уже стали знаменитыми. И поэтому я здесь на Фиджу Сойти 2 раза. В одном номере он попал 2 раза. Вот она 2 раза. Это статья Раисы Дедиховой о нем. Вот он с нами пришел. Мы только что говорили о вас, вы уже появились. Да. Нафи, я привез много журналов тебе. В одном номере 1 раз. Вот еще следующий раз в том же номере. 2 раза в одном и том же номере. Так, статья дочки Джамалдина Индина, Марьям, ее статья здесь в журнале. Так. Там же находится и на Фиджу Сойти. Это 2. Здесь же находится, я считаю, что великий осетинский писатель. Он сейчас молодой, но когда он станет аксакалом, он всех перешагает. Отрывок из романа осетинского писателя, большого писателя Бориса Русанова. Я 1 раз всего тут. Следующий раз. Стихи на Фиджу Сойти. Статья Раисы Дедиховой о на Фиджу Сойти. У вас есть очень молодой, большой писатель, критик Музоков. Осетин Музоков.
Этот Музоков написал очень интересную статью о Нафиджи Сойдли, и притом статья такой глубокомысленной, что когда читаешь, сразу появляется в глазах такой прекрасный джид. Но о Джамалдине, который дочка написала статью, Раиса Белова. В осетинской поэзии есть Дзасохов, как его имя забыл? Музафир Дзасохов. Очень интересный поэт, и притом, я не знаю, кто читал, в осетинском переводе он перевел Амара Хаяма, великолепный перевод. Правда, я читаю хорошо на осетинском языке, но не понимаю. Думаю, вот такой ритмичный сделал. У меня есть книга, Рупаи тоже, более 1000, написаны на русском языке. Я хотел это подарить этой школе, такой прекрасной библиотеке, которую привезли из Ингушетии, я хотел бы добавить и эту книгу. Нафи, не один уже тебя любит, не одни чеченцы тебя любят, тебя любят все те, которые тебя не знают. Но тебя и любят и те, которые тебя не знают, но читают тебя. Хвала Аллаху, что он подарил нам тебя. Жителям села, спасибо, что вы нас здесь собрали. Спасибо, что вы не забываете своих. Он уже свой человек, здесь родился, молоко питал здесь, и поэтому это будет для будущих, для подрастающего поколения, людей, которые вышли отсюда и которые пошли в большой мир, в большую дорогу. Спасибо вам. Дадуев. Я бы хотел начать свое короткое слово, я долго не буду говорить, духом того времени вот такими стихами. Следы ранений на камнях видны, а в душах человеческих сокрыты. Своей не замечаем мы вины, а в грех чужой стреляем, как чигиты. Скалы холодной раненую грудь бинтуют предрассветные туманы. Когда б ты смог мне в душу заглянуть, еще одной не наносил бы раны. Вот этот дух, к сожалению, теряется со временем, но сегодня обязательно нам надо взять вот тот дух Джамалдина Яндиева, когда надо уже даже давно пора заглянуть в душу друг друга, чтобы не наносить еще одну рану. Я это к тому говорю, что Джамалдин Яндиев видел много горя. Он после переселения он потерял отца, брата, сестру, двоих своих сыновей. И в 50-м году Хайсын Кулиев ему сказал: не плачь, постарайся, друг, спокойным быть, как облака, которые, где по небу плавает вокруг, кого не бьет беды рука. Чернее быть не может дня, потери больше. Ты не прав. Будь мудр. Кто потерял коня, не плачет, лёдку потеряв. Джамалдин Яндиев, мы
его печатаем, будем печатать. И у нас есть библиотека журнала «Минитау». Мы хотим издать его отдельный сборник. И вот здесь ученый секретарь Лермонтовского комитета Батаев сидит. У нас есть в плане учредить медаль Джамалдина Яндиева. Да, эта медаль будет награждаться литераторам, всем тем, кто служит миру, кто служит человеку, добру. И первой же медалью будет награждена эта школа. И мы, когда вспоминаем Джамалдина Яндиева, мы всегда на коне, мы всегда в дороге. И когда мы его вспоминаем, всегда песня обнимается зарей в вышине. Это слова Джамалдина Яндиева. Спасибо вам за Джамалдина Яндиева. Слово предоставляется Борису Гусалову, народному писателю Республики Северная Осетия Алания, заместителю главного редактора литературного журнала «Махду». Парфенон не все знают, это великое произведение архитектуры в Греции, в Афинах. А там тот, кто строил, на крыше сверху нарисовал замечательные портреты. Его спрашивают, зачем ты на крыше рисуешь что-то, это же никто не увидит. А он говорит, Бог увидит. Вот я бы заговорил по-осетински, вот боюсь, нету никого, но Бог услышит меня тоже, когда буду говорить по-осетински, он и осетинский знает. Моя фамилия, конечно, Гусалов, я никакой не народный, но, может, уважаемый народом, я ненавижу эти звания, пусть не обижаются те, которые их получили. Имеется в виду из народа. А? Из народа. Хорошо. Почему я сказал, что я Гусалов? Как плохо, что уходят те люди, которых ты не успел узнать. Может, и они тоже там жалеют, что не успели узнать меня. Если бы Джамалди меня знал, он бы всех называл гусарами. А этот гусар ко мне очень хорошо подходил, гусар Гусалов. И конечно, бы назвал. Сейчас одно предложение по-остински скажу, потом тоже буду говорить по-остински. В Махдуге очень давно работает женщина Заира. И когда она много раз видела Джамалдина, я ее спрашиваю, каков был этот мужчина. А осетины, тем более в устах женщины, это высшая похвала мужчине. Одно его появление стоило мужчины. Это такая похвала ему. Да, теперь рекламу сделаем. Вот что Хасан Тхазеплов, Бог на него смотрит, и ему на ухо шепчет, Бог зашептал ему на ухо и сказал, скажи про Бориса, что он великий. Две книги, одна книга, я измучился переводить эту книгу с осетинского на русский. Есть, я даже не побоюсь, так сказать, этого великого слова, выдающаяся поэтесса Лачка, дагестанка, она мне сказала, Борис, говорят, ты как-то умеешь писать по-осетински, переведи себя на русский, называется подстрочник. Я вам сейчас объясню, что такое подстрочник. По-осетински говорят «фаштава мазу», а подстрочный перевод на русский так «назад не говори». А художественный перевод «не пререкайся», «не вступай в пререкание со старшими». И она говорит, ты напиши «назад не говори», а я напишу «не пререкайся со старшими». Я перевел. Она говорит, очень хорошо, очень хорошо. А я же знаю, не очень хорошо. А потом я лет 5 сидел, люди отдыхают, а я корпел, не знаю, русский язык не мой родной язык, хотя им владею. И по-осетински называется «кровник и кровомститель». А по-русски я сделал «разрыв трава».
что такое разрыв трава, я вычитал, и мне так понравилось это. Разрыв трава, это так, есть Иванова ночь, и коса находит на эту траву и переломится. Я туда вставил такую идею. И дурной человек, и дурное государство, и дурное правление рано или поздно найдет эту траву и переломится. Там у меня главный герой Али, хромой Али Тайсултанов, чеченец. Но там у меня 5 ингушей, героев тоже. Я их встретил в очень тяжелом месте, в таком месте. Замечательных людей. Я рекомендую вам появиться, конечно, появится и в Назране, в Магасе книга «Разрыв трава». Другая книга называется «Ингуши. Осетинское зеркало». Все, что я смог найти о ингушах, ну, конечно, не все. У осетин с ранних времен до наших дней есть там и зеркало кривое. Конечно, как без кривого зеркала. Я прошу вас, посмеетесь над кривыми. И я постарался, чтобы зеркало это было прямое, каков ты есть. Ну, я не знаю, кто-то обидится, но тогда приведу слова Гоголя: нечего на зеркало пенять, если такой же, как я. Рожа не такая хорошая. Пожалуйста, я привезу эти книги. Одна, вторая книга тормозится, типография, что-то там случилось такое. Джамалдин Бахатырника, с Дуле Бахатырника, прости нас, если мы что-то не так сумеем сказать, Рукшагу, вечера тебе света. Я постарался, что, конечно, я прозаик, стихами не пишу, но два маленьких, один называется «Четверостишие». Я успел перевести это за одну ночь, и потом успел сам написать. Маленькое тоже четверостишие, постарался превратиться в поэта. Есть одно маленькое стихотворение, у него так называется: «Если добро делаешь», я своими словами, «если добро делаешь людям, отзовется тебе добро. Но если ты дружишь со змеями, конечно, ты напитаешься тоже ядом». Это по-осетински звучит так: «Харшты кусавай адаман, шахоржахда и явсани, куай халарды калмима, емаргай вот пахайджинга». Годится? Второе четверостишье такое: «Если у тебя в сердце мрак, темнота, какие-то блестящие речи тебе не помогут. Если источник грязный, родник грязный, ты оттуда пить не станешь, чтобы утолить свою жажду». Это по-осетински, на великом осетинском языке звучит так: «Майдар куада жардае, а каждый нау артив газр, качижи малу донгуран, да дойнызы нашатцена». Хороший, молодец, какой я. Теперь то, что я написал, тоже 4 строчки. Номаран, то есть посвящение. Лагаула десар ды ашхуттай дадин, десар тарашт авто ошак джемалдин, дакуван бомбашкухти, тугалхат зрд. Как я придумал это слово тугалхат, я потом вам переведу. Ашивидаонта вкадмай срд. Вот теперь это подстрочный перевод такой неумелый на русский. «Жизнь настоящего мужчины была твоей религией». Дин тоже понимаете же, дин, религией. «Жизнь настоящего мужчины была твоей религией, и так именно жил ты, доблестный Джамалдин. Сделал ты своим святилищем кровью приобретенное слово, и стало оно тоже твоим вечным памятником». Перед людьми трудно говорить, но я с детства говорю, и тем, которые не знают, что такое вообще поэт, зачем он вообще нужен. Вот сидит в тепле, на него не капает, а там тоже сидели, вот там, где вот о греческом писали, я там не буду говорить. Не капает, поел, выпил чаю, жена красивая рядом, еще может какая-то другая жена чья-то еще красивее рядом тоже, и пишет себе. Ну и что? Он не генерал, он войска не вел в атаку, ничего такого не сделал. Бедный народ, я вам скажу.
Бедный, самый бедный народ, у которых космонавтов нет, это чепуха, инженеров нет, чепуха, этих летчиков нет, это... Но если у них поэтов нет, это что значит? Если у народа поэтов нет, это ребенок, у которого все болит, а ничего не может сказать. И я, врач, стою, тоже ничего не могу понять. А у этого ребенка столько радостей, и тоже не хочет, не может сказать. Народ, представьте, у которого нет сказок, нету песен, нету танцев, нету музыки. Вот без поэта народ точно такой же. Сейчас я вам древнегреческий пример маленький приведу. Фемистокль сражался, враг наступает, все нету, сейчас они их сомнут и победят. Он в Афины посылает гонца, резерв дайте мне резерв. Из Афин приходит такой маленький, хромой, невзрачный человек, говорит, ты кто такой? Он говорит, я ваш кинжал. Какой ты из тебя кинжал? Я ваш щит. Ты вообще кто такой? У меня времени до шуток нету. А он говорит, собери все войска. Он их собрал. Этот маленький, хромой, никчемный, невзрачный человек вышел на трибуну и как громоподобным голосом начал читать стихи. И как они воодушевились и пошли в атаку, опрокинули врага, и победа была за ними. Когда Джамалдин выступает оттуда, идите в атаку людей. Держитесь высоко, спину высоко, грудь, плечи, будьте красивыми, как я. Ничего не бойтесь. Дорогие друзья, я хочу довести до вашего сведения, что здесь абсолютно в полном составе представлен Совет тейпов Республики Ингушетия, Совет старейшин, Совет тейпов. Они так любят Джамалдина Яндиева, они так уважают его родственников, что решили все прийти. Благодарю вас за это. Я извиняюсь, я вот сейчас, я сейчас не знаю с кем, мы со Скерем Дедуевым очень много дружили с султаном Аушевым. И в его дворе был сад, который назывался сад Кабардино-Балкарии. Я не знаю, вот с кем, но с вами, кажется, да? Мы встречались, и он позвал, и у него дома, это не раз, не два было, его сыновья там стоят, нам наливают, генерал стоит, герой стоит, он наливает, а Аскер мне моргает. Смотри, как он наливает, половину только наливает. И вот я это вспомнил. Я хочу вас поблагодарить и сказать, вот вы, именно ТЭП, столько дел вы делаете, которые еще дети будут говорить о том, что вы своими руками, своей головой удержали мир на земле. Слово предоставляется Льяновой Марьям, замечательному ингушскому поэту и близкой родственнице Джамалдина Яндиева. Гусалов тут говорил о том, как поэт вдохновил на победу греков древних. Ну, известно поэмы Гомера, которого называли «Туфлос гедистос», что значит «сладчайший из певцов». О слове сказано очень много. Но вот к этой ситуации подходят слова. От слова целый мир пустыней может стать, и мертвые леса, как лев, пойдет на рать. Джамалдина Яндиева знаю с детства. Его жена моя родственница, троюродная сестра. Это была элита ингушская, это были интереснейшие люди. Считаю за счастье, что я с ними общалась и впитывала в себя тоже этот дух. Поэтому столетие этого поэта, поэт живет вне времени.
потому что из всех видов искусства вербальное искусство единственное, не признает смерти, как говорил Салтыков-Щедрин. У меня большое стихотворение, Марьям знает, они его в книгу включили. Написано оно было к 95-летию со дня рождения Джамалдина. Я не буду вас утомлять, прочту всего там 3 четверостишия, наверное, из него. Ты знай, твой голос не исчез, не смолкло песенное слово. Цветет поэзия твоя зарею над горой столовой. Знал цену воли и любви, среди друзей слывя гусаром. За широту души тебя прозвали так они недаром. Как никогда и никому не погасить дано рассвета, всегда звенеть в родных горах стиха ингушского поэта. Но вы понимаете, как-то никто не сказал, вот тут Лермонтова возглавляет какой-то комитет, и все. Должна вам сказать, что моими стихами открывались дни лермонтовской поэзии всесоюзной в Пятигорске, куда я также не ездила, ездили наши поэты, читали там, и я вам просто, поскольку совпадение удивительное, вы знаете, что лермонтовский тоже совпадает с индиевским, когда Федерико Гарсия Лорка написал «Самая печальная радость быть на земле поэтом», все остальное не в счет, даже смерть. Я хочу прочитать память Лермонтова, написанную недавно небольшую такую поэму. Он в ранней славе не нашел ни утешения, ни блаженства, мечтая страстной душой во всем дойти до совершенства. Был убежден, что слово правды – святое вечности зерно, и в жизни каждым человеком руководить должно оно. В непозволительных стихах, грозя душителям свободы, объявлен ими был врагом и на себя навлек невзгоды. Отчизну истинно любя, особой, странной любовью, пороки общества студил с досадой гневною и болью. Наш край, узнав от ранних лет, воспел он снежные вершины, аборигенов вольный дух, ущелья, реки и долины. Ему, царю земли седому, признание выразил строкой такой пламенной и нежной: «Я сердцем твой, везде и всюду твой». Слепил завистных и бездарных его таланта яркий свет, и он убит, и взят могилой у Машука в расцвете лет. Да, клятве он не изменил, остался тверд, как сталь кинжала, и лира дерзкая его слух раболепных не ласкала. Но все написанное им не подлежит закону тления, и имя гения почтут времен грядущих поколения. Вопрос насущный Валерика поныне обращен ко всем, кому под небом места мало, кто сеет ненависть, зачем? Земля всеобщая проматерь, и люди для нее равны. Ей нужен мир, нужна забота, она устала от войны. Не перестанут восхищать стихов и прозы самоцветы. Все в них дивно отразил неповторимый дар поэта. Спасибо. Слово предоставляется патриарху осетинской литературы, народному писателю обеих Осетий, ученому Нафи Джусойте. Дело в том, что о Джамалдине можно говорить, что лучше писать о Джамалдине, а не говорить. Так? Пахос даже. Лучше слышать. Дело в том, что среди поэтов отношения
так же, как и среди других людей. Но иногда может быть и лучше, иногда хуже. Это связано как-то с честолюбием, с любовью к самому себе, как делятся люди. Вот, например, был такой великий грузинский поэт Табидзе, Галактион Табидзе, и как-то ее спрашивают: слушай, Галактион, вообще известно, что это великий поэт, а кто второй в Грузии? Тот долго думал и говорит: слушай, почему ты спрашиваешь второй? Скажи, кто 21-й? Ну вот, отношения как-то. Он был умнейший человек, и действительно Наташа, гениальный поэт. Я ее переводил, знаю, я знаю. Читал. Вот. Ну, собственно. Поэтому я прошу вас, когда я был в Смолде, вот сейчас, когда приходил, когда мне было 10 лет, в нашем роду, а я живу от Владикавказа 237 километров. Надо пройти в горы, чтобы туда попасть. И там живут фамильно. Один род живет здесь, высокий, там жил 28 народов и больше еще. В другом месте Багаеве, скажем, их там 18 народов. Вот так живут. И меня посылают, какая-то там была попойка, старика пригласил. И пришел. Послали, вот и говорит, что я не пойду. Плохо себя чувствую. И я вернулся, сказал, кто-то из них говорит, что он очень благородный человек. Если трижды не послать за него, не придет. И я второй раз послал, опять не пришел. Послали третий раз. И он тогда понял, что мальчишку разыгрывают и посылают. А когда ты будешь в моем возрасте, тоже не ходи. Потому что зачем идти? Уж отходу зубов нету. Хочу помолиться, руку не могу поднять. Хочу станцевать, нога не подчиняется. Чего же я пойду? И вот так получается у писателей тоже. Во-первых, помните, у Расула есть такое краткое заключение, что в мире люди живут в двух аулах. В одном ауле живут поэты, а остальные люди в другом ауле. И в этом ауле, где там живут поэты, о них давно уже сказал друг. Там жили поэты, и каждый взирал на другого с надменной улыбкой. Вот каждый встречал другого с надменной улыбкой. Вот ты кто такой? Это я такой. Вот это есть, но все-таки выбираются люди. Вот, скажем, на Кавказе там это... Ну, вокруг Расула собирались, потому что издавна был на хорошем счету у правительства. И вот там они были, и нас как-то собрались вот так. И там был, значит, Расул, Кайшин, были Джиман, Джималдин, Джим, Кайшин всегда только Джим говорит. И Назар Наджми, это второй после Мустая Карима, известный хороший студент. И он сам, значит, и Дагестан еще, кто-то там был. Вот собрались человек 8, он нас угощает, ну, конечно, трехкомнатная у него там отделение. И говорит, знаете что, я петь не умею, но танцевать умею. И во время войны я в нашем ансамбле и танцевал, и пел. И вот я хочу посмотреть, поэты умеют петь или нет. Ну, танцевать здесь не будем, но петь можно. И нас составлял нас петь. Вот поют, значит, свободно поют. А вот так, по очереди начали петь туда-сюда. Но мы были вместе Гриша приехали. Он сам бывший артист, он певец прекрасный, один
с Кайшином 31-й послали в Москву. Когда в начале 30-х годов там собирались коллективы театральные, вот они вот там были. И они-то актеры и прекрасно поют. Но поскольку нас двое, то нам выгодно. И это Расуле-то понравилось, он говорит, знаете что, лучше всех поучил вас назначить институт. Надвиг говорит, ну, конечно, меня же хотели принять это самое, консерваторию ленинградскую. Но мы что-то там, я какое-то место работать дали и остался. Он действительно хорошо пел. И говорит, ну, вот после тебя больше всего понравились российские героические песни. Почему? Потому что эта песня, когда мне казалось, что войска Шабиля пошли, в атаку пошли. Я вот такой представил, что войска Шабиля пошли в атаку. Ну, это вот так поем, мы сами так обучались. А когда мы проще всего все-таки вели втроем себя. Это Джим, это Кайшин, и я вот так собирались и куда-то, и Кайшин говорит, знаете, давайте пойдем в какое-нибудь самое простое учреждение, где можно выпить и тост произнести громче. Вот и собирались вот такое. И он мне Кайшин говорит, что давай один Дрозда. Дрозда один, давай хорошо. Ну вот и давали Дрозда. И тихо обсуждали свои дела. И вот у нас было такое, что надо ненавидеть тех поэтов, которые идут на лесть ради каких-то премий, наград, а вот такой-то это путь. И Джим обычно считал, что он хороший был стишок и автор. Лев обожал Подхалим Хаши. Ну, мы знаем, кто такой Лев, который обожал. Это хозяин всего. Вот. Я не люблю вот таких людей, которые идут на этот Подхалим Хаши. А я, что Лев любит такой Подхалим. Я не люблю людей, которые вот кричат я. Пиши, как есть. По-человечески для себя просто. Тогда все. Люди сами где берут. Люди не будут кого-то спрашивать. Это сам по себе хороший отделяется независимо от того, кто сказал, кто не сказал. Спросите, скажем, вот, Низами. Он сам Таджик писал на Азербайджан. Скажите, пожалуйста, кто сказал он хороший? Кто не знает? А кто вначале сказал, что Пушкин хороший? Никто не знал. Можно кто? Или не сказал тоже. Я к чему говорю? Я думаю, что бедный Джим, я говорю, потому что он всегда вел себя очень просто и без всяких. Чтобы я бы хотел, чтобы мы все-таки всегда понимали одно. Поэту не нужно, чтобы его понял. Поэту и живому, и мертвому нужно другое, чтобы его читали. Я прошу всех самих и души. Я думаю, что чеченские поэты тоже читают, но все-таки души, я не знаю, лучше, это ясно. Я хочу, чтобы каждый ингуш все-таки читал на родном языке. Вот. Тогда Джим будет рад на том свете. Ему это не будет, это не будет. Но тему выразим, прости слова, дорогой Джим, мы и те, кто тебя знал, и кто не знал, любит тебя, и будем читать и читать.
предоставляется Мураду Батаеву, заместителю директора национального телевидения Кабардино-Балкарии, ученому, секретарю Российского Лермонтовского комитета. Спасибо. Я был готов к этому. Буквально придя сюда. Микрофон, пожалуйста. Да. Зайдя сюда, посмотрел, сколько людей здесь. Очень много людей. И спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, что вы помните своего земляка. Это человек, который на самом деле для своего народа сделал очень многое. Он один из основателей, один из толпов, который создал литературную культуру и литературное искусство. Вы знаете, многое проходит. У меня было сказано, все проходит, но литературное искусство, оно остается всегда. Живое слово есть живое слово. И без этого нельзя. Ведь мы, чтобы понять друг друга, разговариваем. Можно кивнуть головой, но потому что мы киваем головой, мы не все понимаем. Про любовь мы должны говорить, про горе должны говорить, про знания, про воспитание, про умение мы должны говорить. А поэты — это те люди, которые могут и душевную боль раскрыть, и научить нас жить. Настолько красиво, что если даже обыденная жизненная ситуация чуть-чуть не очень хорошая, прочитав стихи, человек становится другим. У него появляется внутри свет, и этим светом он живет. И вот небольшое стихотворение, как раз Индиева, в переводе Тарковского. Мать поет. Месяц тонет в дымке тонкой, гаснет сонный небосклад. Мать баюкает ребенка, а над ним летает сон. В дом вступает сновидение, дрема ходит в серебре. Мать поет и спит селение, спит селение на горе. Болта. Вот этими словами я хотел бы выразить свою благодарность. Спасибо огромное. Слово предоставляется депутату Народного собрания Республики Ингушетия Жансурат Аушевой. Добрый день. Вы знаете, я, конечно, благодарна за такую предоставленную возможность, но для меня это полная неожиданность. Вот, поэтому так, навскидку, скажу искренне то, что я думаю по этому поводу, по поводу человека, ради которого мы сегодня собрались. Собственно, мне трудно что-то добавить к тому, что здесь говорили о Джамалдине. Я лично с ним никогда не встречалась, не общалась, но мне пришлось работать с людьми, которые с ним работали, были его коллегами. Это люди, работавшие на чечено-ингушском телевидении, и о нем ходили, вы знаете, целые легенды. Но эти легенды были всегда связаны с очень высокими понятиями, такими как честность, порядочность, благородство. И я сейчас где-то в них был юмор, где-то вот такое вот почтение и так далее. Мне бы сейчас, конечно, очень хотелось, вот для меня вот воспоминания коллег, они отлились в стихах Ивана Минтика. Вот поверьте, я вот говорю буквально вот по ходу соображаю, что же я тут должна сейчас сказать. Но у меня сейчас, я боюсь не вспомнить все
полностью это стихотворение, но начинается оно так. Не молод ты был, но еще и не стар. Как жаль, что уехал последний гусар. Уехал дорогой, пробитой лишь скал, которой однажды он в мир прискакал. Примчал, не пригнувшись, примчал во весь рост, веселый, красивый, с глазами из звезд. И гордые песни, такие ж, как сам, всем встречным дарил и дарил небесам. Мария, может, подскажете дальше? Ну, в общем, наверное, и не стоит. Вы знаете, не буду задерживать, все уже так устали. Вы знаете, вот почему поэзия Джамалдина Яндиева так близко и так западает в душу? Потому что она, вот это чисто вот мое восприятие его поэзии, его творчества, его личности, потому что оно настолько совпадает с личностью поэта, с его человеческой личностью, там нет абсолютно расхождения ни в чем. Вот такая чистота в помыслах его как человека, как личности, в его поступках, в его деяниях, и она вот просто перетекла, вот эта вот возвышенность, вот эта вот чистота помысла, она просто плавно перетекла в его поэзию. То есть там абсолютное тождество личности и поэта, и его творчества. Поэтому спасибо всем, кто сегодня принял участие в этом мероприятии. Я прошу прощения за немножко такое сбивчивое мое выступление. Такое вот. Всего вам доброго. Слово предоставляется члену Союза композиторов России Зареме Мальсаговой. Я недолго, на одну минуточку. Я тоже, конечно, поэта не видела, но его творчество очень подействовало на меня. И я создала вокальный цикл, музыку написала на стихи Джамалдина Яндиева. Хочу поговорить еще чуть-чуть. То, что вот сегодня прозвучало, это стихотворение «Мать поет». Мне так оно тоже подействовало, я чуть-чуть. Месяц тонет в дымке тонкой, гаснет сонный небосклон. Мать баюкает ребенка, а над ним летает сон. В дом вступает сновидение, ходит дрема в серебре. Мать поет и спит сирени, спит сирени на горе. И венгерском еще один куплет. Юха Аласуга. Юха Аласуга, догляти, тільки їстідяха іш, беттолебі сашиць єн єці, і лідахка ос ей, нага хейн со, єц єн єці, ожнян лом ждикдеш, юха алсун догляти, эх, тирки стидяхаешь. Спасибо за внимание. Хочу подарить вокальный цикл. Слово предоставляется главе Руководителю. нет, населенных пунктов населения Балта, Чми и Ларс Зелимхана. Просто я его не вижу здесь. Да, да, да.
Добрый день, уважаемые гости. От имени Левобережной администрации приветствую вас в нашем селении Балта, где родился и вырос Джамалдин Яндиев. Внес немаленький вклад в развитие поэзии и культуры не только двух наших республик, но и всего Северного Кавказа и Закавказья. Мы рады проводить здесь такого рода мероприятия. Спасибо вам огромное за то, что посетили нашу республику, наше селение. Будем рады вам здесь каждый год. От себя лично мне бы хотелось бы добавить буквально пару слов. Наше село очень многонациональное. Здесь проживают осетины, грузины, ингуши. И в нашей школе обучаются также дети разных национальностей. И именно вот такие мероприятия и работают учителя разных национальностей. И именно вот такие мероприятия, они нацелены и направлены на объединение нации и на объединение народа в целом. Спасибо всем, кто приехал сегодня. И вот в заключение мне бы хотелось предоставить слово дочери Джамалдина Яндиева, Марьям Джамалдиновне Яндиевой. Нафи Григорьевич, я так рада, что вы услышали ингушский мелос. Я прежде всего хочу сказать, при том, что все утомлены и перевозбуждены и насыщены этой очень мощной энергетикой, которая шла от слов, от музыки, от голоса, от всех размышлений. Прежде всего, мне хочется сказать, вы должны знать об этом, все присутствующие здесь, родные, близкие, балтинцы, яндиевы. Это мероприятие состоялось, я буду предельно откровенна, и я очень люблю историческую подлинность. Это мероприятие состоялось благодаря племяннице Джамалдина, его любимой сестры Розы, дочери Эсмеральды Афанасьевны Дауевой. Она здесь находится. Ее душа, ее любовь к Джамалдину, дядь Джемику, она жива, она стояла все эти годы, она связывала нас с Балтой, потому что нас разметала по всем городам и весям. С Татуни, как называли ее родные и близкие, и называют, и в Балте ее знают, Татуня соединила. Она начала этот процесс сближения, она начала процесс нового узнавания Джамалдина в Балте. Очень помог ей, нам, семье, нам всем, ингушам и осетинам, помог Иса Магомедович Цуров и его семья, его замечательная семья, которая очень регулярно помогает нам, нашей семье, нашему народу, смею надеяться, делать саг здесь, в Балте. И я рада констатировать, что в этом году Иса Магомедович и его семья раздали саг в 30 домов ингушских, которые находятся в Балте. Далсав Долшин, Делси Долшин, Иса, Аза и дети. Но безусловно, потрясающая красавица Инга Бучугури, моя теперь молодая подруга, она ответила также такой душевностью на призыв Татуни, балтинцев, на мое обращение. Она сразу все поняла. И это подготовленность детей на всех языках. Стихов в переводе Нафи Григорьевича на осетинский. 40 стихотворений перевести, понимаете, это колоссальный труд, это огромное интеллектуальное и душевное напряжение. Спасибо вам, Клавдия Григорьевна, Нафи Григорьевич. Осетинские, ингушские, грузинские дети читали эти стихи, они наполнены Джамалдином. Ваши переводы пополнят вот эту коллекцию подарков.
ваши переводы. Теперь 40 стихотворений на папиных стихотворений на осетинский. Теперь, я думаю, будут звучать в этой школе, в этой Балте и завораживать все пространство Дарьяла. Еще раз я благодарствую. Спасибо вам огромное. Инга Атаровна очень оперативная, очень энергичная, сделала главное, помимо того, что мы встретились и чтим Джамалдина. Вы все, заходя в эту школу, увидели эту мемориальную доску, на которой написано просто, скромно, но очень четко. С 25 по 29 год он учился в этой школе. Он выдающийся балтинец и кавказский поэт, кавказский лирик. Здесь все. Потому что в Балте, как сказано в одном из стихотворений посвящений Джамалдину, присутствующим здесь Асланом Кадзоевым, «Сияние в Балте» Аслан посвятил ему стихотворение. Я думаю, что это название, вот, наверное, будет символизировать наши последующие встречи. И оно сегодня вот должно зафиксировано быть как первое сияние, вот такое большое сияние Джамалдина в Балте. Потому что в Балте началась его любовь к поэзии. В Балте он начался как человек, как добрый человек, как мудрый человек. Балтинский воздух, балтинская природа, пестрая корова. Это действительно реально был сюжет, потому что его мать-мачеха Хагос Цицкиева действительно поила его с 4 лет и до периода мужества его, когда он до 44 года приезжал в Балту с гостями уже взрослым поэтом, состоявшимся. Всегда Хагос Цицкиева поила его парным молоком, которое она надаивала от коровы пеструхи. Это проходит в его стихотворениях, как в том стихотворении, с которого начался он, посвященном Розе, матери вот, Татуни Эсмеральды Дауевой, где об этой пестрой корове, где об этой Балте говорится его взволнованным юным голосом. До последнего стихотворения Хагосага, которое он посвятил матери вот этих двух моих тетушек, его сводных сестер Леми и Дипхан. Когда он умирал, к нему подошла наша мать, мы все бы находились 23-го жаркого грозненского утра августа 79 года на нашем проспекте Революции 4 в квартире 5. Он сказал ей, умирающий, Хагос Хейдалесон. Он говорил уже с Хагос, он видел Балту, когда он уходил. Это место осиянно, и оно обожествлено, во-первых, Всевышним, и честным, искренним, очень чистым голосом Джамалдина. Далса долчун маснега делси долчун. Я очень рада, что мы начали сиять в Балте. Барков. В заключении слово предоставляется руководителю аппарата Народного собрания Республики Ингушетия Яндиеву Магомеду Джабраиловичу. Дорогие друзья, дорогие наши гости, мы вас сегодня приветствуем здесь. Очень рады, что вы сегодня нашли время посетить нас, как в такой день, когда мы отмечаем столетие нашего великого Джамалдина. Дорогие друзья, я от имени главы республики, всех гостей, всех присутствующих здесь приветствую вас. Он лично позвонил, просил передать вам огромный салам маршал и благодарность за участие сегодня здесь на данном мероприятии. Также я хочу вас поздравить сегодня и поблагодарить вас, что вы от имени председателя Народного собрания Республики Ингушетия Юлоева Залимхана Султахамидовича тоже просил передать вам огромный салам маршал, особенно нашим гостям. Баркулшан, Баркул всем, спасибо всем, кто сегодня вспомнил, кто сегодня
приехал, не посчитаясь со временем. Я от имени всего Тейпа Яндиевых благодарю вас за сегодняшнее участие. Мы очень рады сегодня, что вы все вместе собрались и вместе с нами поприсутствовали сегодня на таком мероприятии. Огромное вам спасибо, Баркушан, Леоресвол. И по завершению, Мария, мы, наверное, гостей приглашаем вниз, значит, Чеймонсах, значит, всех вниз, у кого есть время. Баркушан, от имени всего нашего Тейпа я приношу вам огромную благодарность. Баркушан. Еще бы хотел предоставить слово внуку Джамалдина Яндиева. Янду, да, Джамалдин. Проходите, пожалуйста. Про могилу. Привел в порядок. Мне про могилу рассказывают? Да, что ты отреставрировал могилу. Да? Вообще я не реставратор, я архитектор. Говори, что хочешь. Они должны знать, что могила Я бы в хотел порядке. поговорить о Сыре Маскарпоне, но надо говорить о Джамалдине. Как мне сказали, индейское кладбище, где большинство индейцев похоронено, он находится в Верхней Балте. Но Джамалдина похоронили при въезде в Балту, точнее не при въезде, это на рельефе находится намного выше, и там находится его могила. За долгие годы текст, который был выгравирован на мраморе, на черте, он покрылся патиной. Если не вдаваться в химические подробности, он, говоря иными словами, он стал бирюзовым, точнее. Моя задача была просто взять это и отреставрировать. Грубо говоря, эту патину вычистить и заменить ее новым золоченым слоем. Что, собственно говоря, я и сделал. Я бы спел песенку какую-нибудь на тему Джамалдина, но я петь не умею и чуть не стыдно. Я, естественно, поскольку меня зовут Янт, и все Джамалдин был индием, он, наверное, порадовался бы за мое имя. Оно очень легкое, вы можете запомнить 3 буквы всего, как в слове «мир» и в других коротких словах. Вот. Которая? А можно так сказать? Ты внук? Если он внук, я извиняюсь, если он внук, он говорит, я песню спел бы, но не могу. Если он внук Яндиева, он песня самого Яндиева. Спасибо всем за сегодняшний день, за сегодняшний вечер такой плодотворный. Ждем вас снова в гостях у нас.
Алло. Алло. Что? Полиса? Пойдемте. Магомед, Михаил. Узнала, да. Да, узнала. И лицо знакомое, да.